мен басында осы интервьюден бұрын мүмкін қазақша жауап беруге тырыссам деп ойлаған едім. Сұрақтар күрделі болғандықтан орысша жауап берейін енді. Мен негізі өзім бір интервьюді алған кезде бір тақырып таңдаған жақсы көремін да. Осы тақырып негізгі біз бағанағы жас адамдардың бизнеске кіре бастаған кезіне кішкене көмек болатындай бір. Келісем. Құрметті достар, бүгін Теңше арнамызда қонақта біздің Қазақстанның IT саласының үлкен маманы және қазіргі Арбуз компаниясының тәуелсіз дербес директоры Арман Сүлеймен мырза. Қош келдің. Кеш жарық. Жалпы менің бірінші сұрағым, қазір осы уақытқа дейін қаншама студенттерді, түлектерді қолдан шығарып жасың M-Factorial бағыты бойынша. Менің сұрайын дегенім жалпы қаншама бизнесте жүрсің, жалпы бизнес жасайтын адамдар бойынша барлық адамдар бизнес жасауға лайықты ма? Әлде кейбір адамдар бизнес жасауға келмей ма? Жалпы қалай қарайсың осыған? Ну, то есть интересный вопрос, как каждый ли способен создавать бизнес, да? Ну, я долгое время считал, что я не способен, но я постепенно стал понимать, что это такой же навык, как там игра на пианино и плавание, и это просто приходит с практикой. Вначале, когда я вот только закончил университет в 2012 году, мы как вот были, ну, как сказать, как и многие там поклонники Пола Грэма, да, то есть мы там много читали его эссе, ну, как бы идея была, надо делать стартап и так далее, но не было понимания, что нужно рынку. Ну, мы умели создавать продукты, но мы не умели понимать ниши и что вот нужно. И долго был такой момент, такой период творчества, когда вы просто создаете разные эксперименты, там, приложения для изучения иероглифов, приложения для, я не знаю, там, создания привычек, много таких вот интересных творческих вещей, но которые на самом деле бизнесами не становятся. И тогда у меня тоже был такой какой-то экзистенциальный момент, я не знал, может быть, мне вообще не стоит этим вещами заниматься, может быть, я просто такой продуктовый человек, который к бизнесу отношения не имеет. Но постепенно, то есть я понял, что, ну, то есть в том числе благодаря окружению, там, общению с людьми, кто это умеет, я понял, что мне кажется, что предпринимателям все-таки это такое же искусство, как и, там, не знаю, как и игра на пианино, там, художники, режиссеры и все прочее, но при этом, то есть талант обязательно нужен, но его недостаточно. То есть поэтому я думаю, что формула такая же, как у Томаса Эдисона: 1% талант, 99% вдохновения. То есть можно, вот как в шахматах, да, вот у Гарри Каспарова спросили, можно ли стать, то есть без таланта, он говорит, ну, там, гроссмейстером, он говорит, абсолютно верно, гроссмейстером можно стать без таланта, но чемпионом мира без таланта стать невозможно. То есть вот мне кажется, здесь такая же история. Можно стать владельцем малого среднего бизнеса просто за счет упорства. Ну вот быть предпринимателем уровня там Джефф Безос и Илон Маск, это, конечно, без таланта невозможно. Это явно такие, то есть это люди там, как Леонардо, как Микеланджело и так далее. Ну как бы так. То есть спектр. Түсінікті, жалпы кез келген адам бизнесмен болуға болады, бірақ әр өзінің таланты бойынша өзінің деңгейімен ғана шығады, Да, я думаю так. Жақсы, онда бағанағы бірінші интервьюның алдында сен өзің айттың, 2013 жылға дейін менде бағанағы білім алу барысы болды. 2013 пен 2017 жыл арасында стартаптар уақыттар болды. 2017-18-ден ғана бағанағы нағыз бизнеске кірдім деп айттың, да? Солай болды. Енді нағыз бизнеске кірдім деп осындай дайын болған кезде адам қандай этаптардан өту керек болды? Қай кезде өзің нағыз бизнеске жеттің, нағыз бизнеске дайынмын деп түсіндің? Я даже сейчас не могу сказать, что для меня это такая вот движущая мишень, да, то есть я продолжаю учиться, то есть мне кажется, я вот такую вещь понял, что на протяжении там почти всей своей карьеры я, ну, поскольку там какие-то свои компании создавал, всегда был руководителем, и у меня не было, наверное, человека, который там условно опытнее меня, и к которому я могу обратиться. Да, вот такой был период. Сейчас, вот, к счастью, я в компании, где есть большое количество людей, которые намного меня опытнее, и это замечательно. То есть мне кажется, что усиливает, ускоряет рост такая возможность. Поэтому, когда я стал готов, я не знаю, я думаю, что это такой продолжающийся опыт. Если резюмировать этапы моего вот становления, я, наверное, так это расскажу. Да? То есть 2002-2005 – это школьник, который создает веб-сайты, и
после того, как научился делать сайты, он стал, ну, то есть научился там, как их делать популярными. Потом я завершаю этот этап из 2000, там, получается, 5 по 12 год, это был постуниверситетский период. Я занимался спортивным программированием, учился, то есть там, ну, поскольку я такой прилежный был всегда студент, не находил время для там, вещей внешних. То есть я не такой человек, кто там может учиться в университете и одновременно бизнесом заниматься. Я, когда учился в университете, я учился в университете. Ну и единственное мое хобби было там спортивное программирование. А вот когда университет завершился в 2012 году, вот начинается вот этот период с 12 по 17, я это называю период такого поиска. Вот как раз в эти периоды было создано 2 организации, да, это студия Zero Tone Lab, студия разработки, и школа Infactorial, где мы готовим профессиональных разработчиков. Вот. Но это вот, скажем так, 2 успешных кейса. Было много экспериментов, как маленьких продуктов, которые там мы там научились, там, не знаю, может быть, 50 тысяч качества не получать, но ну или там 50 тысяч пользователей в первый месяц, но к концу первого месяца их остается 25 тысяч, в конце второго месяца остается 0. То есть ретеншн нулевой. То есть часто мы создавали продукты, которые никому не нужны. Вот поездка в Индию, это вот как раз-таки была такая первая попытка сделать что-то, где бизнесовая часть стоит во главу угла. То есть потому что у меня до этого я не был женат, мне, ну вот по моей натуре, мне много особо не нужно. Я могу жить 10 на 10, ну, то есть, там, не знаю, 2, то есть 10 на 10 квадратах, то есть просто у меня расходы не очень высокие, поэтому я, честно говоря, никогда вот, до 2017 года не стремился зарабатывать особо. Для меня это был эксперимент, для меня было счастье, что у нас какие-то есть там доходы, которые мы можем вкладывать в там, новые проекты, новые эксперименты. А вот с конца 17-го я думаю, что уже появился какой-то смысл, ради чего, ну то есть нужно зарабатывать. И то есть Индия это была такая первая попытка. То есть когда был уже осознанный шаг делать продукт, который имеет бизнес-модель. Не просто эксперименты, а вот такой осознанный шаг. То есть я думаю, как так, наверное, да? То есть я пришел. То есть мой путь, он не такой путь, как часто многие в 9 лет там продают лимонад, там, то есть они с денег начинают. Я не начинал с денег. То есть я начинал с творчества, скажем так. А сейчас просто нашел такую формулу, или продолжаю ее искать, где ты можешь быть полезен обществу, но при этом, скажем так, иметь бизнес-модель. Так, вкратце. Сонда кәсіпкерге бизнесмен болып аталу үшін оған ақша нағыз қажет болғаннан бастап бастала ма оның бизнестегі өмірі? Жаңа сіз айтқаныңыз бойынша ол уақытқа дейін бара шығармашылықпен айналыстым дедіңіз ғой. Шығармашылық кезінде сіздер ақша тапқан жоқсыздар ма? То есть нет, то есть я скажу так, то есть во время вот этого периода с 12 по 17, ну, то есть у нас была очень невысокая зарплата. Почему? Потому что мы все доходы, и вот условно там у нас 30 разработчиков, да, из них 10 разработчиков создают доход. Остальные 20 – это расходная часть. То есть на чем мы зарабатывали? Мы зарабатывали за счет там, создания продуктов для клиентов. Да? А основная часть команды, она занималась чем? Она занималась созданием наших собственных апов, под которые мы верили, да, и обучением работе в школе, где мы бесплатно обучали разработчиков. То есть, получается, 2/3 компании, да, то есть разные периоды времени, они занимались, скажем так, то, во что мы верим. То есть, если думать прагматично, если ваша цель просто зарабатывать, просто увольняете ту часть и просто увеличиваете количество заказов и делаете только на заказ, и все. Да? Если цель просто в деньгах. Поэтому, мне кажется, здесь это у каждого личный ответ на этот вопрос. У меня был такой, я не жалею об этом опыте и считаю, что я многому меня научил. Но я не пришел, вот опять же скажу, что я не пришел вот на этот путь с какой-то там львиным желанием зарабатывать. Это такой был постепенный этап. Түсінікті, мен бұл сұрақты не үшін қойып жатырмын? Менің ойым бойынша әдетте бір стартап болсын, бір жаңа бизнес болсын, егер бір жас жігіт осы бизнеске кірем десе, алдымен бір үлкен корпоративный коммерческий бір компанияға кіргенді және тәжірибе алған дұрыс деп ойлаймын. Себебі соңғы уақыттар мен бір кітап оқыдым, мысалы TikTok сұрған.
Чаңими деген кісі, ол бана бірінші рет университет бітіре сап бір приложение жасаған, бір кәсіпкерлікке кірген, бірақ 6 айдан кейін ол жарамаған, нарыққа керек болмаған. Сосын ол үлкен компанияларда бара Microsoftта жұмыс істейді, 99 фан деген үлкен организацияда жұмыс істейді, үлкен тәжірибе жинап, ол жерде үлкен коммерческий директор, үлкен директор лауазымдықты алып болғаннан кейін мол тәжірибе жинап алады да, өзінің бағанағы Пекиндағы бір үйін сатып, жаңағы жақсы компания құрады. Сол үшін менің ойымша, ол үлкен организациядан өту керек сияқты тәжірибеден. Онда бағанағы табысқа жету мүмкіншілігі, бизнесмен болуға ықтималдық жоғары болады. Менше осылай. Осындай бір міндетті түрде өтетін шартты бар ма бизнесменге жалпы? Не, я с вами согласен. Мне кажется, что СМИ, они популяризируют победителей лотерейных билетов. Мне кажется, что Билл Гейтс, Марк Закерберг, там, Стив Джобс, ну, то есть, условно, там, 18 лет, 20 лет без образования, без опыта что-то создал, это победитель лотерейных билетов. Это неповторяемые истории. Это создавать свою карьеру вокруг победителей лотерейных билетов, мне кажется, очень неправильно. Да? Это то же самое, что там, сказать: о, мой сосед купил бинго и выиграл, я тоже должен теперь покупать бинго. Гораздо более предсказуемая история – это история Джеффа Безоса. Человек закончил университет, работал в Дишо 8 лет. Его руководитель Дэвид Шо, да, ему дал задание изучать, что такое интернет. Он 2 года его изучал, увидел, что это такое место, где все растет за год на 3480%. Он нашел, что он думал как хедж-фанд-менеджер. То есть вот это направление, где такой непредсказуемый рост. В этот момент он решает создать компанию, которая эксплуатирует этот вот тренд, что все вот такая волна, которая растет. Что он продает? Он продает тоже не зря. Он продает книги, потому что ни один физический магазин не может уместить книги, которые может продавать онлайн-магазин. Да? Более предсказуемая история, ну то есть наряду с Безосом, это, не знаю, например Марк Бениофф, да, работает в Oracle, понимает, что не так, что это они продают ERP-системы без облака, да, но он видит, что есть интернет, нужно создавать уже там SaaS, облачное решение, создает Salesforce, да, в конце 90-х. Сейчас Salesforce, если посмотрите на фондовую биржу, его market cap превышает Oracle. То есть он обогнал своего бывшего работодателя. То есть это гораздо более предсказуемая история. Поэтому средний возраст успешных предпринимателей где-то 38+, ну, от основателей, да. Это связано с тем, что как раз-таки понимание приходит не сразу. В 18 лет вы не знаете, что нужно. Да, иногда вам везет, и вы создаете там какую-то социальную сеть, и где там какие-то есть суперлинейный рост, который не от вас зависит. То есть вот наткнулись. Абсолютно верно, что и Билл Гейтс, и Стив Джобс, там, и Марк Закерберг это потрясающе талантливые люди, там, абсолютно гениальные предприниматели, но в том числе не нужно понимать, что это нельзя повторить. Я, например, не понимаю, как это повторить. Для меня более повторимая история Безос, Марк Бениофф, я не знаю, там, Майкл Блумберг, да, то же самое. Он сколько создал Блумберг? 40 лет. Он работал на Уолл-стрит долгое время, увидел, что есть потребность вот этих вот системах, да, финансовой аналитики, создает компанию, ну и так далее. То есть такие истории, мне кажется, более предсказуемые. Да, поэтому я с вами согласен в этом плане. Сізде бала бар ма? Иә, екі жаста. Дәрмен есімі. Екеуі де 2 жаста? Жоқ, біреу. 2 жаста. 2 жаста. Ол қыз? Бала. Жалғастырсақ бола ма? Жаңа осындай сұрақтан не үшін сұрап тұрмын? Менің ойымша жастарға бір кішкене тәрбиелі ақпарат болсын деп отырмын да. Мен қазір және бір келесі сұрағымды қойын. Егер де қазіргі Арман қанша жасасың? 34 жасасың. 34 жасасың. 2010 жылғы және 2015 жылғы бөлек-бөлек екі Арман Сүлейменовке қандай бір кеңес берер едің өзіңе? 2010 год я закончил бакалавр. Очень трудный вопрос, потому что это ретроспективно... Это, наверное, зная, что я знаю сейчас, что бы я посоветовал себя тогда, да? Да. Опять же, мне особо таких сожалений никаких нету, да? То есть, наверное, в 2010 году я бы сказал себе... Я, наверное, так скажу. Какой бы я совет себе дал не в 2010, потому что в 2010 уже поздновато. Я бы сказал себе, какой бы я совет себе дал в 2006, 2007, 2008. Когда я учился в университете, я бы сказал себе каждое лето проходить стажировку в какой-то компании.
Вот так вот. Потому что я, вот, не знаю, вот со школы я прочитал всяких книг про бизнес. Вот я в 15-16 лет я считал, что я не должен ни на кого работать. И поэтому каждое лето я всегда занимался своими делами. Яғни университет кезінде әрбір студент бағанағы компанияларға барып жұмыс атқару керек. Абсолютно верно. И своему младшему брату, то есть мне младше он на 11 лет, я всегда, ну, вот, к счастью, он, то есть, ну, как бы сказать, я ему рекомендовал каждое лето, начиная по окончании первого курса, каждое лето стажироваться в компании. Потому что невозможно, это абсолютная иллюзия, там, вот это вот быть самому себе боссом, там, вот это вот как бы, это вредные мысли, мне кажется. Надо в конце каждого, опять же, у каждого своя правда, много путей ведут в Рим, но вот лично мне кажется, что нужно набираться опыта. Кроме учебы в университете нужно иметь практический опыт, поэтому 3 месяца стажировки в разных компаниях разного размера, что бы я сделал. То есть в одной компании, где 100 человек, в следующее лето провел где компании 500 человек, в следующей компании 1000 человек, чтобы узнать, чтобы научиться разным вещам в разных компаниях. Это был мой был бы совет с 2006 по 2010 год. Мой совет себе в 2015 году, наверное, иметь какую-то стратегию, да, потому что тогда стратегии никакой не было, был просто вот такой исследовательский путь. О, идея, классно, давай пробуем делать. То есть, поскольку у нас была команда разработки, мы умели разрабатывать быстро, для нас все было легко, и мы не тратили время на придумывание бизнес-модели, мы стремились, вот почему-то была такая вот нетерпеливость. От идеи нужно быстрее привести к готовому продукту с пользователями. Нам вот это нравилось, и мы это умели делать очень быстро. То есть от идеи до 10 тысяч скачиваний 2 месяца. Вот это гарантированно, мы это делали много раз. Но от идеи до там предсказуемых 100 тысяч долларов, к примеру, да, это другая история. Вот мы почему-то об этом не думали. Вот мой совет в 2015 году, наверное, иметь стратегию, не спешить. Не нужно чеканить 50 приложений. Я тогда считал, что что мы будем как Rovio. Да? У Rovio, это финская студия, которая создала Angry Birds. Там Angry Birds была игрой номер 55. И вот мы думали, что нам нужно просто 55 выстрелов каких-то случайных, и 56-я залетит. Я думаю, что это очень, опять, лотерейный билет. Я не люблю лотереи играть. Я много в них играл, сейчас не любитель играть в лотереи. Я сейчас делаю более обдуманные вещи, занимаюсь небольшим количеством проектов и стараюсь посвящать время тем вещам, которые я считаю, что они имеют будущее. Яғни ешқандай фокусты бөлмей, азғантай проектқа күш жұмсап, фокусты соған бөліп, сосын ұзақ уақыттық 5-6 жылдық стратегияны жасап, соны әр жылға бөліп, және әр айға бөліп, соны орындап тұру, и сол мақсатқа жету. С другой стороны, я, наверное, так бы не думал сейчас, если бы я не прошел этот этап исследования. То есть я наверное, этот свой голод, любознательность я тогда удовлетворил, и поэтому у меня нет необходимости. Я потому что вижу, что есть, я часто вижу, что и другой путь, когда человек всю жизнь работал в компании, не всю жизнь, 20 лет, 30 лет, и потом он выходит из нее и хочет, наоборот, экспериментировать. Да? То есть там был обратный путь. А у меня путь был, начал с экспериментов, поэтому сейчас как-то такой более фокусированный. Надо было обязательно прожить дейсің. Да, мне кажется, нужно этот опыт пройти. То есть я никакие вообще не сожаления абсолютно. Я думаю, что я делаю сейчас, это в том числе благодаря тому, что я делал в прошлом. Я думаю, что то, что делаю сейчас, это опять же через 10 лет я буду смотреть на это и думать, что вау, надо было по-другому делать. И это нормально. Я думаю, что мы учимся, растем. Если через 10 лет я буду смотреть и говорить, что ты сделал все правильно, мне кажется, это плохой знак. Значит, я остановился в росте. 5 жыл бұрын 56-57 сондай проекттер жасадыңыздар ғой, приложение. Ал енді қазір өзің айтып отырғандай саусақпен санарлы бірнеше проектпен ғана жұмыс жасаймын. Қазір сондай проекттерді өзіңе алуда қандай бір фильтр бар? Осындай проекттер мен ала аламын деген. Сейчас, если говорить про конкретный момент, я задействован только в 2 проектах. В одном я задействован 100% операционно, это Pine Melon, Арбузский Z. В одном я задействован не операционно, это N-Factorial School, компания, которую я основал. То есть там есть команда, я задействован там на таком стратегическом уровне. Мне кажется, что операционно я не могу иметь более одного проекта. То есть у меня сейчас ровно 1 проект, я не могу иметь более одного операционно.
То есть это вот я так считаю. То есть операционно требует, то есть это не инвесторский взгляд, да, то есть как инвестор, конечно, вы можете, наверное, смотреть на больше проектов, но сейчас, скажем так, я еще до уровня инвестора не дорос, поэтому вот в данный момент такая ситуация. Теперь насчет вопроса фильтров, не үшін арбуз таңдадың, қандай фильтрмен? Хороший вопрос, да. Я, кстати, сегодня буквально утром проводил интервью, имеется собеседование с кандидатами, и это был тоже вопрос в конце кандидата, то есть почему, поэтому у меня ответ свежий. Ну, тут 3-4, наверное, фактора. Первый фактор, у меня большой, я достаточно давно знаю Лешу Ли, то есть мне лично восхищаюсь Лешей, то есть мне кажется, что очень важно восхищаться своими коллегами, да, то есть с кем вы работаете. Леша, он потрясающий предприниматель. Мне кажется, что я так называю его такой серийный киллер, да, то есть он, во-первых, когда я еще в школе учился, я помню, там был такой рейтинг Zero KZ, это рейтинг сайтов, и я всегда стремился, чтобы вот там мои сайты были в образовании в топ-5, да, ну, там не было несколько сайтов, которые в топ-5 входили, вот, когда вы смотрели на общий рейтинг, и там были сайты, там Кино.kz, там, ну, сайты разных банков, Коскомовский, да, и так далее. Если смотрели внизу на подвал страницы, там видели, многие сайты сделала студия Гладис. Я помню, когда я был еще школьником, 9 класс, 9-10 класс, я смотрел, кто за этой студией вообще стоит, и вот тогда про него слышал. Вот. Он, во-первых, создал студию, да, успешную студию, которая там обслуживала там ведущие банки и все прочее. После этого он создает Ticketon.kz, да, это ведущий онлайн, то есть сайт продажи билетов, концертов и так далее. 4 миллиона билетов продает в год, да. После этого он создает Aviator.kz вместе со своей супругой. Они лидеры авиабизнеса, да, то есть сейчас компания принадлежит Choco Family, да, то есть 20% рынка то есть поездов, да, 30% рынка авиа на данный момент. То есть, и самое интересное, да, то есть он в обеих случаях он полностью вышел из бизнеса, он продал свою долю. И это тоже, мне кажется, очень важное качество предпринимателя хорошего, что и та, и другая компания продолжает существовать, не только существовать, но и продолжает оставаться лидерами. Да? Это не только о том, что конечно же, руководители, текущие замечательные руководители, но и тот факт, что Леша сумел создать такую компанию, которая существует без него. Да? То есть это то, что называет Джим Коллинс, лидер 5-го уровня, да? Когда ты умеешь создать компанию, которая работает, как бы преемственность такая есть. Да? И сейчас, 3 года назад он начал заниматься арбузом, да, и сейчас вот довел до текущего такого лидера онлайн продуктов питания, рынка в Казахстане, да, Алматы, Астана. И вот это первый факт, конечно, то есть восхищение Леши. Второе, я уехал из Америки в 2013 году. Уехал с таким небольшой горечью, да, потому что, во-первых, я уехал, это называется, на щите, не со щитом. Да, то есть наша компания не случилось, да, мы не нашли пользователей. Зачем у нас были пользователи, которые нам ничего не платили. Деньги закончились, я возвращался домой. У меня еще были, конечно, булшаковские требования, да, 5 лет работать, да, но это другой момент. То есть, и у меня вот это осталась горечь такая. И сейчас я хотел внутренне, я всегда это откладывал, у меня было вот это вот желание, не то что реванша, но желание со второй попытки, скажем так, попробовать получить лучший результат, скажем так, да. То есть и для меня это важно. То есть я хотелось бы с новым взглядом, надеюсь, чуть-чуть больше зрелости, чуть больше мудрости, чуть больше опытом, уже не студент, попробовать снова на американском рынке сделать что-то еще, да, с гораздо более предсказуемой бизнес-моделью. Это вот второй пункт, почему я это решение принял. Третий пункт, мне кажется, что... Я, кстати, там 4 причины утром назвал. Видимо, утром у меня свежее голова работала, чем сейчас. Сейчас 22:00, по-моему, сейчас у нас. Я не помню там другие причины, но вот эти, наверное, самые главные. То есть важно восхищаться своими коллегами, партнерами. Второй момент, вот это вот желание себе доказать. Наверное, третье – это я люблю быть аутсайдером.
Я не люблю зону комфорта, и когда я нахожусь в зоне комфорта, у меня некое такое ощущение, что я перестаю расти. Мне не нравится быть лидером. Ну, и, как сказать, не то, что лидером. Мне нравится быть человеком, который никто не знает. Ну, то есть, кого все недооценивают. Мне вот нравится такая позиция. То есть, если говорить про там, аналогию велосипедной гонки, мне нравится вот с последнего места атаковать. И в этом плане, ну, то есть мы сейчас запускаем в Денвере, да, это очень такая рисковая история, и никто на нас не ставит. И мне лично это нравится. Мне нравится, когда никто на тебя не ставит, и ты что-то пытаешься сделать. Вот. Ну, вкратце так. Түсінікті. Менің ойыма дәл бір сұрақ келіп тұр. Жаңа айтқандай, Лешаны сыртынан білеміз, өте жақсы бизнесмен. Қазақстанда өте табысты, өте керемет компанияларды құрып жетістікке жеткізді. Қазақстанның өзінде нарық қаншалықты өте үлкен болмаса да. Ал енді жалпы өзім Қазақстанның болашақ программасын өте мойындаймын, өте жақсы деп білемін. Шетелге сондай жақсы буындарды оқытып келеді. Ал олардың негізі Қазақстанда еңбек сіңіріп тамыр тартып жаюын мен негізі өте қалаймын. Ал бағана сен интервьюінде көрген кезде президентке жаңағы 5000 оқушыға сөз берілді. Сосын M-Factorial несі құрылды, студенттер шықты, 500-ден артық, бөлім бойынша, мөлшермен шамасы. Сосын Индияға барып келдім жұмысқа, сосын қайтып келіп, және осы арбузды таңдап Америкаға кеткен кезде менің кішкене бір сұрақ пайда болды. Қазақстандағы жаңағы арманы болмаса да берілген сөз қашан орындалады, қалай орындалады деген. Это классный вопрос на самом деле. Мы в 2016 году, когда я помню это выступление, мы назвали число 10 тысяч разработчиков, мы подготовили 500. M-Factorial, к счастью, я вот за что, ну, чему очень благодарен, что в прошлом году летом мы возобновили эту школу, да, уже на новые рельсы, гораздо более устойчивые рельсы. То есть раньше это была некоммерческая организация, которая жила за счет нашей студии. Да? То есть наша студия оплачивала расходы, а все обучение было бесплатное. Сейчас это стала платная школа, и за счет этого я теперь вижу, что она гораздо более стабильная, она не зависит от никого, да, условно, кроме своих пользователей, кроме своих клиентов. И это мне нравится, мне кажется, что такой бизнес намного более устойчивый, когда все очень ясно. Если ты создаешь хороший продукт, у тебя есть клиент. Если ты создаешь плохой продукт, у тебя нет клиента. То есть клиенты голосуют своими деньгами за то, что тебе жить или не жить в этом бизнесе. В этом плане я очень рад, что мы вот как раз год назад, чуть больше года назад, перезапустили M-Factorial School уже в полностью онлайновом формате. И за этот период мы уже, по-моему, около 7 двухмесячных потоков провели. Ну, имеется в виду, то есть уже, наверное, там более 100, точно более 100 выпускников подготовили за этот год. Нет, наверное, 150, наверное, уже. Я точно уже сумму не помню. Сейчас вот у нас идет 2 потока. Один для начинающих, один по алгоритмам. Это очень интенсивная 8-недельная программа. Да, то есть уроки каждый день. Каждый день урок вечером. Во-вторых, можно его делать... То есть то, что было для нас важно, мы создали программу, которая легко, ну, скажем так, которая внедряется в текущую жизнь людей. То есть она подстроена под тех, у кого есть работа и учеба. То есть уроки начинаются в 19:00. Каждый день. Есть еженедельный проект, есть классное сообщество, есть большое количество менторов обучения. И то есть вот, есть соревнования по программированию. То есть мы создали такую очень хорошую программу, за которую как минимум не стыдно. И я, то есть, ей посвящаю чуть меньше времени в последние 3-4 месяца. Но самое интересное, что она от этого как минимум не страдает. То есть ей уже, это вот тоже интересный момент в бизнесе такой есть, когда маховик трудно закрутить в начале, да, но как только у него уже есть импульс движения, начальная скорость, легче поддерживать эту скорость. И сейчас, ну, то есть миссия школы за 6 месяцев подготовить человека с нуля до джуниор-разработчика. И сейчас мы подготовили, сколько получается, порядка 500 человек, да, уже, наверное, 550, наверное, да, больше. То есть мы 5,5% к своей цели достигли. Я думаю, что мы можем ее масштабировать, и эту цель 10 тысяч человек мы не забрасываем, потому что я
на каждом, наверное, интервью меня об этом спрашивают. Это как бы, несмотря на то, что там я буду базироваться, по-моему, в Америке, да, то есть с этой осени, если там мы визу получим, то есть эта школа не исчезает, эта школа дальше работает, она работает прямо сейчас, вот когда то есть прямо сейчас у нас, то есть там ребята обсуждают проект свой, да, который нужно сдать. Вот. И поэтому это вот я очень рад, потому что иначе у меня было бы сожаление, что я вот то, что начал, не закончил, то, что начал, не сдерживал обещания. В этом плане мне как-то вот приятно это осознавать. И если бы N-Factorial не был не был в таком более стабильном состоянии, наверное, я бы не присоединился к PineMelon, да, из-за того, что вот это было такое бремя, чего-то не сделано. Как раз-таки благодаря тому, что N-Factorial был более-менее стал приносить доход, имел хорошую начальную скорость, у меня появилась свободное время, я стал летать в Алмату чаще, стал чаще общаться с предпринимателями здесь, и так вот появилась эта возможность, да, условно. Яғни жүйе қойылды, қазір жаңа түлектер жаңадан шығып жатыр, ол тоқтаған жоқ, жалғастыра береді. Абсолютно верно. Онда келесі сұрақ. И наши менторы, это многие выпускники наших программ прошлых лет. Это тоже очень важный момент. Такая вот маховик, когда вот саморегулирующая система, которая сама себя подпитывает. Жүйе бар жалпы. Жалпы өзің болып және өзің түлектерің болып осы уақытқа дейін жалпы қаншалықты приложение жасалынды сіздерден? Вот это тоже интересный момент. У нас раньше N-Factorial был летней программой, где мы создавали приложения. Да? И то есть каждое лето один человек, одно приложение. Да? То есть всегда у нас был такой подход. Если мы в 2015 году, я помню, у нас было 45 участников, до конца дошло, 39 было приложений. В 2016 было 150 выпускников, в 2017 было тоже проект 150 выпускников. Всего более 300 приложений было запущено нашими выпускниками. 300? Более 300, да. Сейчас у нас подход изменился. У нас, во-первых, появились не только курс по мобильной разработке, iPhone-разработке, да. У нас есть курс для начинающих, где мы обучаем фундаментальной компьютерной науки на Java, да, с нуля. Это очень важно, потому что к нам часто приходили люди, которых мы отсеивали, потому что у них нет знаний начальных. То есть, чтобы делать мобильное приложение, нужны какие-то начальные знания. То есть, каждое лето мы так вот работали. Сейчас у нас есть курс для начинающих. После этого мы даем им второй курс, это алгоритмы. И только третий курс, это уже iPhone-разработка. То есть, 3 этапа. Шаг 1, 2, 3. И вот после окончания третьего шага ты уже можешь стать джуниор-мобильным разработчиком и идти в компанию. После 3 курсов мы не рекомендуем больше учиться. Нужно уже идти на работу. Там уже получится настоящий. Үш курсты бітіруге толығымен қаншалықты қаржы кетеді бір студенттен? Ну, здесь получается у нас премиум курс. Если с учетом всех скидок, ну, во-первых, у нас есть гранты, да, каждый, который мы... То есть у вас есть всегда шанс выиграть гранты и за 0 учиться. И в противном случае в среднем один курс стоит от 300 до 400 тысяч тенге, примерно так. Один курс стоит? Да, один. Да. Получается все 3, то есть, соответственно, больше. Осы уақытқа дейін бағана 500-ден артық түлектерді шығардыңдар, және 300-ге жуықты приложение жасап шығардыңдар. Большинство этих выпускников это бесплатно проучились. Да. Мы же суммируем со всех лет, да? А если вот говорить только про платных выпускников, я не знаю, там надо порядка 100, наверное, у нас уже есть. Осы оқушылар мен коммерческий компаниялар арасындағы бір платформа қарым-қатынас бар ма? Да, мы об этом думали, но пока решили на это не фокусироваться. Мне кажется, что если выбирать 2 битвы, вот эту вот рекрутинг-битву, где там помогать готовым разработчикам найти работу, либо готовить разработчиков, мне нравится больше готовить разработчиков. Хорошие разработчики сами себе работу найдут. Вот чего-чего, вот сейчас, мне кажется, проблем с вакансиями нет. У нас есть Discord-канал, сообщество всех выпускников, да, и там есть канал вакансий, там неперестанно вакансии появляются. Вот вакансий сейчас огромное количество. В Казахстане, и не только в Казахстане, по всему миру есть сейчас вот эта вот огромная пропасть между спросом и предложением. Спрос сумасшедший на разработку, предложение очень маленькое. Отсюда и такие высокие зарплаты у разработчиков сейчас, да, потому что спрос. Да. Поэтому мы решили этим не заниматься. Мы решили сфокусироваться на создании урожая. Дальше эти урожаи собирать, это вот легкая задача. Ну, то есть
Пусть сами компании этим займутся. У нас, кстати, некоторые работодатели сами проходят наши курсы, чтобы хантить людей. Ну, это нормально. Өте қызықты. Қазір осы уақытқа дейін 300 шақты приложение жасап шығарсаңыздар, соның ішінде арасында жарып шыққаны бар ма? Ең жақсы нәтиже көрсеткені қайсы? Өзіңіздің қосқан кезде. Я считаю так. Мы измеряем успех. Мы измеряем успех своей школы по успеху своих выпускников. А успех наших выпускников – это то, что они работают в хороших компаниях. Сейчас я думаю, что порядка 100 человек заработают за рубежом. Это Google, Facebook, Amazon, Яндекс, Reddit, Robinhood, кто на IPO недавно вышел. Ну, то есть Microsoft есть. Фактически Apple у нас стажировку наш выпускник проходил. То есть это для нас вот это критерий. А приложения, которые они создавали, это летняя программа же. То есть они создавали приложения, запускали их, получали скачивание. Но, как вы понимаете, большинство они после программы этой возвращаются в свои университеты, возвращаются на свою работу и перестают их поддерживать. Очень мало кто их поддерживал. Но если вот конкретный вопрос, у кого больше всего скачивания было, было приложение на Skellen в 2015 году, Дидара Перневаева его создала. То есть мы его под свое крыло взяли, тоже поддерживали его порядка года. Это тоже пример, да, вот как мы видим, что вот приложение есть, нужно поддержать. Мы там свои ресурсы разработки на него кинули, еще год его поддерживали, да. Вот, 250 тысяч скачиваний на iOS и Android, да, это один пример. Был приложение GTA в 2016 году, Асан создал его, он сейчас работает в Фейсбуке в Америке. Там было 60 тысяч скачиваний за буквально 4 недели. Это приложение, которое позволяет свою генеалогию построить. И самое интересное, там у нас там люди соревнуются по разным... у казахов же есть трайбализм сильный. И там вот мы решили на этом сыграть, чтобы больше юзеров у нас было. И там есть турнирная таблица, там между арганами, дулатами и так далее. Кого больше в этом приложении по разным племенам. Вот. Что еще? У нас есть приложение... Kanji Ninja, приложение по изучению японских иероглифов. Оно при порядка $20 тысяч заработало. То есть это просто платное приложение. То есть я уже, это так давно было, я уже немножко подзабыл, да, то есть поэтому, если там могу подготовить ответ. Сол түлектердің барлығы сіздердің курстарыңызды оқып шықты, иә? Сол 3 этапты курсты оқып шығуға қанша уақыт қажет болады? Вот этот вот трехэтапный подход, мы буквально его запускаем с прошлого года, да. До этого наша программа была всегда 3-месячная, летом, на весь, так как лагерь. На 3 лета приезжаешь в Алмату, снимаешь здесь дом или там квартиру, живешь вместе с другими выпускниками и каждый день программируешь. Вот это была наша программа. 3 месяца, поэтому все такие дружные, да. У нас есть интеллектуальные выпускники в Москве, приезжает один выпускник, и другие все его там зовут. Это классно, это важный элемент сообщества, который нам удалось создать. У нас немного выпускников, да, то есть мы там не десятки тысяч, у нас всего там несколько сотен человек, 500 человек, да. Но они очень дружные, к счастью, потому что когда вы 3 месяца в одном аквариуме каждый день сидите, это не по часу в день или там раз в неделю, это каждый день с утра до вечера, 50 часов в неделю. Вот такая была программа у нас. Поэтому создалось сильное сообщество. Сейчас у нас мы упростили все. Сейчас наша программа проходит только онлайн, офлайна вообще нету. Обучаетесь каждый день с 19:00 до 21 до 9 вечера. Вот. Вот эта вот модель 3 курсов пришла только сейчас. Раньше у нас был всего 1 курс. Сейчас мы решили создать полную цепочку. С нуля за 6 месяцев, через 3 курса становишься джуниор-разработчиком. Теперь мы можем говорить, что у нас есть полный цикл. Первые 2 курса мы уже запустили, 3-й запускаем этой осенью. Вот после него будет уже полный цикл, и мы других курсов не планируем запускать. Мы не хотим создать 20 курсов. У нас будет всего 3 курса. Ровно 3, чтобы человека подготовить с нуля до джуниор-разработчика. Керемет, жаңа сіз айтып отырсыңыз, аз ғана 500 деп. Менше ол 500-дің өзі үлкен нәтиже сияқты. Сол 500 адамның өзі әрбірі 5 адамды үйрете алатын болса, жанындағы. Өте үлкен керемет жеңіс деп айтамын, бірақ мен де 10 000 адамға жеткізулеріңізге өте тілектеспін.
Қазір жаңағы сіздің түлектеріңіз қазір Америкада мана Facebook, Apple сияқты жақсы жерлерде жұмыс істеп жатыр деп айттыңыз. Бірақ өзіміз қазақстандық біздер компаниялар осындай разработчиктар, айтишниктер керек болған кезде украиндық немесе белорустық айтишниктерге жүгінеміз. Себебі Қазақстанда ондай сұраныс көп, бірақ шынымен де үлкен мамандар тым аз. Қазір Украин және Беларусь сияқты сондай мамандарды көбейтуге бізде не кем, не жетпей жатыр? Да, классный вопрос. Тоже об этом часто думаю. Ну, во-первых, большинство наших выпускников, все-таки скажу, работают в казахстанских компаниях. Да? Ну, порядка 100 работает за рубежом, остальные 400 работают здесь. Да? То есть и у нас много казахстанских компаний замечательных. Это первое. Насчет того, что почему у нас меньше разработчиков замечательных, чем в Беларуси и Украине. Мне кажется, это, во-первых, есть исторические причины, да, потому что традиционно казахстанские вузы, то есть еще в советский период, это, то есть у нас была нефтянка, у нас был там, опять же, я, наверное, не самый квалифицированный человек на этот вопрос отвечать, наверное, лучше ответят профессора наших вузов, которые вот в тот момент это все застали. Но по моим ощущениям, что Украина и Беларусь, у них всегда вот это вот инженерное образование, ну, все-таки больше был фокус, чем у нас. А у нас как бы его было меньше. Ну, то есть только ну, по природе. Вот представьте, вы Советский Союз. Вы знаете, что это Казахстан, там, Казахская ССР есть, там, не знаю, нефть, там, атомная энергия, там, другие, там, уран, там, все. Значит, нужны специалисты, которые вот в этих областях работают. Правильно? Ну, то есть, как бы тогда еще не было периода вот, там, софтверной разработки. Еще Microsoft появился там в 75-м, стал ну, вот на постсоветское пространство выходить только в конце 80-х, начало 90-х. Поэтому компьютеры нам только-только начали приходить. Вот. Поэтому, во-первых, историческая причина есть. Во-вторых, хороший вопрос, заставили меня врасплох. Другие фундаментальные причины, почему у нас разработчиков меньше, чем... опять же, я называю это эффект социальной сети. 2010 год, после появления фильма «Социальная сеть», да, который на основе этой книги известной, о создании Фейсбука, да, этот фильм имел колоссальный эффект на весь мир. Вдруг во всех университетах мира самым популярным уроком стал не основы микроэкономики, не ИКОН 101, а СИЭ 101, основы компьютерных наук. В любом университете Америки, ну и у нас, самым популярным курсом стал этот предмет. То есть там 300 человек сидит, вообще нет пустых мест, люди на проходах сидят. Потому что все захотели быть Марком. Да? Вот. Это, мне кажется, имело такой положительный эффект. То есть был период у нас, когда надежно было там, быть юристом. Да? Потом был период, я опять с Америкой сравниваю, да? В Америке был период главенствования Уолл-стрит. Да? Ну и сейчас Уолл-стрит тоже очень замечательно себя чувствует. Поэтому это же люди рациональные существа. Они смотрят на средние зарплаты. И родители смотрят на средние зарплаты в этой сфере. То есть ты учишься в ВУЗе, закончил школу. Возьмем американского родителя. Что он посоветовал? Ну, или ребенку, да, там. Ну, нужно идти учиться на финансиста. Потому что на Уолл-стрит люди зарабатывают 500 тысяч долларов в год. Да? Сейчас новым Уолл-стритом стал Кремниевая долина. Да. И это привело к большому количеству... Раньше Кремниевая долина, там люди были, кто, ну как бы скажем, больше миссионеров, чем так называемых, чем торговцев. Да? То есть потому что люди туда приходили, потому что им нравится программировать. А сейчас... По понятным причинам, этой индустрии очень много денег. Все, если посмотреть, там, топ-10 компаний мира, это там главенство доминируется там, технологическими компаниями. Денег стало много, конечно, туда пришло много торговцев, ну, за деньгами. Мне кажется, что это классно, потому что увеличивается интерес к этому. И мне кажется, что, опять же, немножко отхожу, наверное, от ответа на этот вопрос. Я, честно, не знаю, это структурный ответ. Мне кажется, по историческим причинам, во-первых. Во-вторых,
Ну вот второй, наверное, момент, который в голову приходит. У нас основным заказчиком IT-решений в стране все-таки государство является. Да? А значит, а когда это присутствует, то выгоднее строить продукты для государства, чем строить продукты для зарубежа. Да? В Украине и Беларуси государство нет таких больших денег. Да? Поэтому им приходится сразу создавать работу на аутсорс, работу на Европу, на Восточную Европу, да, как минимум. И это усиливает их навыки, потому что там требования есть там, на американских заказчиков и так далее. Мне кажется, тоже это влияет. Ну, то же самое на Индию можно посмотреть. Да? У них основные заказчики — это американские компании. Там не удивишь. Вот у нас многие наши студии, когда вот со СМИ общаются, они удивляют всех. Там, вот у нас есть американские заказчики. В Индии, если у тебя есть индийские заказчики, все удивляются. Как так? Что это за такая компания? В Индии у всех есть американские заказчики. У любой студии, почти у всех студий разработки, даже на 10 человек заказчик основной американец. Ну, американская компания. Вот. Ну, поэтому, если с Индией сравнивать, там другая история. Там НЕРУ в 60-х годах замечательную инициативу сделал. Создание сети IT-вузов. Да, IIT. Индийский институт технологий. Они там, по-моему, около 6 сейчас. В Дели, в Бомбее, Каракпур. Там, да. Вот. И это привело к тому, что сейчас Индия выпускает в год 1 миллион человек в год по специальности IT. Ну, то есть миллиончик. Опять же, не все крутые. Ну, там из них 95%, ну, скажем так, не самые замечательные. Но когда у вас миллион есть, вероятность больше. Конечно, там есть 50 тысяч, которые просто замечательные разработчики. Поэтому вот, такая тоже история есть. Ну, с Украиной и Белоруссией у меня нет такого полного развернутого ответа. Ну, две причины я назвал. Зачем мне конкурировать на, условно, там, европейско американском рынке труда, когда я могу получить здесь огромный заказ у госкомпании, да, с сумасшедшими деньгами. И у нас есть студии, кто этим занимается. Это студии разработки большие, которые на госзаказы сидят, там они получают огромные деньги. То есть и они платят огромную зарплату, соответственно, для разработчиков. И поэтому они точно пылесосят большое количество талантов вот, на такие проекты. Государство. Ну, они работают фактически на государственные проекты. То есть для... Ну, тоже нормально. Для это B2G бизнес? Это B2G бизнес. Нет, это нормально, да. Нет проблем. Просто имеется в виду, через такие... А государство как заказчик, это не самый лучший заказчик. То есть у него нет там особо высоких требований к разработке, да? То есть вы, ну, скажем, там, они не будут вас сильно как бы там критиковать за плохой дизайн или там плохой интерфейс. Им нужно, скажем, что было сделано. Вот к этому сроку. Но когда у вас заказчиком является, например, бизнес, вот как вы усилите эту команду, потому что она благодаря вам поймет какую-то реальную проблему на рынке. Она как бы поймет какие-то, какую-то, в первую очередь, реальную проблему поймет. Потому что многие софтверные решения появились со стороны заказчиков. Ну, то есть... Да. Потому что разработчик... там Релог даже, да, история? Да, я знаю. Да? То есть хорошую историю Релога знаете. Ну, или даже Microsoft же так появился. То есть Microsoft вначале это был заказ на написание интерпретатора для языка Basic. Да? То есть, а потом уже там дальше все пошло. То есть был запрос, Гейтс и Аллен, они умеют программировать, они его реализовали быстро, да? То есть и дешевле, чем другие. Да? Подсуетились. И таких историй очень много. То есть когда заказ становится там продуктом, который они потом продают всем. Поэтому мне кажется, что это вот точно влияет, что когда такой есть толстый клиент в виде государства, который там не особо требовательный на вход. Но это опять же обобщение, конечно. Я думаю, точно это влияет. На самом деле мен просто бір ақ қағазға цифрға жазып есете көргенмін. На самом деле Қазақстанда өте көп саланы дамып тастауға бізде мүмкіндік көп. Не только IT сфера. Жалпы егер де бүкіл Қазақстанның бизнесін, саласын егер 30 салаға бөлсек, одан аспайды. 30 сала. 30 сфера, то есть. Сосын 10 неше регионға бөлсек, и сол әрбір регионда, әрбір сала бойынша өте көп адам қажет емес тіпті.
бізге бір 100 шақты адам бүкіл Қазақстанның саласын бағанағы үйретіп, дамытып тастауға болады. Бірақ оған мемлекеттен өте көп күш қуат керек. Заказдар, итеру, бюджеттен ақша деген сияқты әрбір салада. Мысалы, сіздер именно IT саласында жүрсіздер ғой, мүмкін медицина саласында, сосын логистика саласында сондай бір тренинг ұйымдастырып, үйтеріп, түлектерін шығарып, бизнеске кіргізіп, итеріп, сондай болатын болса, менше Қазақстанда же маленький корпорация былайша неге басқа бір мемлекеттен салыстырған кезде оп-оңай дамып тастауға болады негізі. Үлкен ағалармен осыны сөйлескенбіз негізі. Бірақ мемлекеттік қолдау точно болу керек. Ну да, то есть мне кажется, что много в руках, в том числе предпринимателей, да, то есть, которые на себя... Бірақ қайлан кезіңізді обратно, енді қарасаң, ол бана біз үкімет күшті болу керек, бізге күш беру керек қой. Күш беру үшін ол күшті болу керек. Ол күшті болу үшін біз бәріміз налог төлеуге тура келеді. Бәріміз налог төлеуіміз керек. Бірақ Қазақстанда ең нашар жері сол налог-то аз төлейді предприниматель. Нет, да, у нас очень низкие налоги. То есть это да, на самом деле низкий. Очень потрясающее время. Да. Вот. Шынымен де, и осыны төлеу керек. На самом деле выгодно платить налоги здесь, в Казахстане. Да. Жалпы өте көп адамдар Арман Сүлейменов сияқты болғысы келеді. Сол себепті менің келесі сұрағым, жалпы өзіңнің күнделікті қайталанатын қандай әдеттерің бар? Эти привычки у меня как-то всегда менялись. Ну, я, например, помню свои, если так по этапам смотреть, я помню свои школьные привычки хорошо. Я любил создание сайтов, и вот когда приходил со школы, садился за компьютер, ну нет, после школы я сразу после того, как школы возвращался домой, я очень был любитель этой позы в йоге. У меня папа ее научил, называется поза шавасана. Он меня еще научил ее, когда мне было 7 лет. Эта поза, вы 10 минут лежите, расслабляете каждую точку, прямо вот как будто поспал, такое ощущение. Мне как папа в первом классе меня ее научил, я вот так после школы часто ее делал. Иногда засыпал даже. Вот это вот одна из моих привычек была. А потом такие вот ритуалы у меня сейчас, наверное, появились, ну, последние, наверное, лет 8-7, более повторяющиеся. Что я могу сказать? Я люблю одно и то же кушать утром. То есть сейчас вот у меня период, когда я ем 3 ложки топленого масла, 2-3 ложки меда, немножко мультивитамины принимаю, да, то есть чтобы вот... У меня такое спокойствие в голове, что я вот что-то для своего организма сделал полезного. Потом у меня есть какой-то цикл небольших упражнений, недолгих. Вот. Я обнаружил для себя, что условно, ну, возьмем витамин D, да, легче принимать 500 IU называется, да, D-витамин, каждый день, чем один раз в неделю принимать там 50 тысяч. Для меня, мне легче повторять одно и то же каждый день. Я вот каждую неделю, раз в неделю, это не запоминается мне. Делать что-то раз в неделю я не умею. Я только делаю все каждый день, как робот. Мне нравится, когда есть вещи, о которых я не думаю. Другая вещь, о которых я не думаю, это Lumosity. Я уже их делаю около 7, вот как раз это лето 7-й год уже. 2014 года я каждый день делаю Lumosity. Lumosity.com — это сайт, это, так скажем, назовем его тренажерный зал для ума. Я делаю 5 упражнений, это занимает примерно 15-30 минут. И это вот разные упражнения на реакцию, на скорость, на внимание. Ну, они держат мой вот как вот, ну, как бы, или, по крайней мере, надеюсь, что держат мой ум в форме. Потому что это игры для мозга. Я вот 7 лет уже выполняю регулярно. После этого, вот очень интересный момент с привычками, что я люблю привычки в цепочку создавать. То есть душ, потом Lumosity, а потом сразу то, что я Lumosity закончил, я записываю одну мысль в день. У меня есть один огромный документ, куда я пытаюсь... Поскольку это мой такой способ, мне хочется писать одну статью в день, и она не бывает, это долго. Поэтому я пишу одно предложение в день. То есть одно предложение, какая-то мысль, которую я
либо вчера дошла до меня эта идея, да, я вот пишу обязательно. Это для меня важно, чтобы я мог посмотреть на прошлый год и посмотреть, о, вот эта идея мне пришла тогда, это я обязательно. Мало, ну, буквально 5-10 минут занимает. Если никаких идей нет, я вот хоть что-то должен придумать, написать. Прям ровно одно. Иногда бывают периоды, когда куда-то уезжаешь, там долгий период, когда там, неделю ничего не написал туда. Тогда я стараюсь за эту прошлую неделю по одному написать. Вот это такие привычки, которые у меня есть. Күнделікті, қайталанатын. Да, каждый день. Жалпы күнделікті кітап оқисың ба әлде? Да. Классный тоже вопрос. Периодами. Когда я нахожу книгу, вот, на эту тему тоже мне такая мысль пришла. Чтобы прочитать интересную книгу, уходит 1 день. Чтобы найти интересную книгу для чтения, уходит 3 месяца. У меня вот, сейчас у меня такой период поиска. Я вот одну начинаю и застреваю на 100-й странице, значит, неинтересная мне эта книга. Я ничего нового не узнаю. Потом я ищу вторую книгу. Но когда я нахожу одну, я могу закончить ее за, не знаю, очень быстро. Вот как-то так. Сейчас у меня такой период не очень продуктивный в плане чтения. Я мало читаю вот книг прямо в данный момент, потому что книги, которые мне попадаются, они, ну, получаются не самыми классными. Надеюсь, что это такой временный блок. То есть последняя классная книга, которую я вот так вот залпом прочитал, это был, получается, май месяц. Мне очень понравилась вторая книга Брэда Стоуна про Amazon. Amazon Unbound называется. У него была первая книга Everything Store, да, то есть про Amazon с 1994 по 2013, а вот вторая книга это про Amazon с 2013 по 2020 год. Классная книга, я прям ее там залпом прочитал. Сейчас я вот конкретно что читаю? Я читаю письма Безоса своим акционерам, начиная с 1994 года. Я вот сейчас на 2003 году. Они короткие, буквально 4-5 страниц, но очень много узнаешь. То есть вот прям я, честно, в 2003 году читаешь, вот, что он писал своим акционерам в 2003 году. То есть он говорит, так, в 2002 году у нас рост такой, ну, это не интересный момент, какой рост. Интересный момент, какие он там инсайты рассказывает про в том числе всякие KPI, которые вот в электронной коммерции используются, там cycle time, order fill rate, ну вот разные такие. Көбіне бизнес кітаптар ма сен оқитын? Да, мне нравятся бизнесовые книжки, потому что олар қаншалықты бизнеске көмектесе алады? Жалпы бұл сұрақты не үшін қойып отырмын? Әдетте көбінде бизнес кітаптар әртүрлі, бұл жерде бизнесті көбейтуге, дамытуға әртүрлі формулалар немесе шарт жағдайларды көрсетіп отырады. Ал әдетте мен өзім кітап оқыған кезде менде көбінесе тарихи және классикалық әдебиеттерді оқимын. Біріншіден олар фокусымды жинақтауға, демалуға және әдетте оқиғалардың желісін алдын ала болжауға маған жақсы көмектеседі. Жалпы енді бизнес кітап бизнесті дамытуға қаншалықты көмектеседі? Қаншалықты көмектесіп жүр саған жалпы? Я бы сказал так, что читать книги про бизнес без практики это абсолютно бесполезно. То же самое, что учиться плаванию по учебнику. Да, то есть, если так точнее быть, мне кажется, мне не нравятся книги про бизнес. Мне нравятся книги про историю технологических бизнесов. Вот, если быть точнее. Я не люблю читать. Вот, это же тоже бизнес-литература. Там Роберт Кийосаки, «Богатый папа». Я не люблю такие книги. Я люблю книги, биографии технологических предпринимателей. То есть людей, кто вот либо биография, либо то, что они сами написали. Мне вот нравится. Мне очень нравится история технологий. Я вот очень обожаю, то есть там, как Netscape был создан, или там как был создан там. Мне вот это очень нравится. Я прям вот история. Я вот когда в школе учился, историю просто ради оценок учил, да. А сейчас я понимаю, как классно. Да? То есть, потому что мне не интересна особо там сильная история там в общем, но мне очень нравится история технологий. Я вот прям могу по годам говорить. Вот, в 69-м году вот это произошло, там Netscape на IPO вышел в 95-м. Мне вот это очень нравится. То есть как это было связано, как кто оттуда пошел дальше создавать другие компании. Вот я люблю историю технологического бизнеса. Это прям вот это тема, которую я могу прям обсуждать без перерыва. Это вот такая моя потайная страсть. Да.
Қызықты. Және бір интервьюңда айтқансың, сені және бір қызықты жақсы әдет бар, ол бағанағы өзінің қателігіңді жазып отыратын списоктарың, иә. Жалпы қателік деген кезде жастарға, бизнесмендерге де өте қажет нәрсе. Жалпы қателікке көзқарасың қалай? И мне кажется, это неизбежный этап обучения, ошибки. Я учусь только на ошибках. Я не любитель долго анализировать. Скажем так, мне нравится как можно быстрее попробовать. Даже вот пример простой приведу. Я люблю играть в настольные игры. Недавно вот мне коллеги научили игру, называется Rummikub, называется еврейская игра на комбинации цифр. Мне очень понравилось. И даже вот на этом примере можно видеть, я не люблю читать правила. Я говорю, давай сразу сыграем, и вот в первой партии все ты объяснишь. Вот у меня это вот подход везде. Я его использую. Я не люблю читать правила. Я люблю сразу попробовать, и потом сделать все ошибки в этой первой партии, а потом вторую партию уже по-нормальному играть. И так у меня все быстрее проходит. Да. Это мой подход. Керемет. Жалпы біз өзіміздің дәстүрлі бірнеше сұрақтарды қойын. Егер де Қазақстанда барлық адам көре алатындай билборд болса, именно билбордқа қандай сөз жазар едің? Это классный вопрос. Я слышал его у Тима Ферриса. И я, честно, вот хотя этот вопрос слышал много-много раз, когда он его задавал, почему-то сам не подумал над этой темой, что бы я написал там. Наверное, бы я туда поставил. Мне нравится очень этот лозунг. По-моему, он принадлежит... По-английски он звучит так. Be so good we cannot ignore you. Будь таким мастером, чтобы никто не смог тебя игнорировать. Потому что я верю в мастерство. Нет коротких путей. Если ты мастер, это ответ на любой вопрос. Если мастер какого-то своего дела, неважно какое дело, это может быть бизнес, это может быть программирование, это может быть режиссура. Но если ты мастер, это ответ на любой вопрос. То есть, чтобы стать мастером, нет коротких путей, самое интересное. То есть одну книжку прочитал, не станешь мастером. Мастер становишься через любовь к своему делу, потому что невозможно конкурировать с человеком, кто любит свое дело. Потому что он им занимается, когда ты спишь. Если для тебя это работа, то ты заканчиваешь в 6 вечера. А человек, для которого это искусство, это его жизнь, он этим занимается в 12 ночи, в час ночи, ты с ним не можешь конкурировать. Поэтому бесполезно конкурировать. Поэтому, очевидно, что нужно заниматься тем, к чему у тебя есть такая подлинная страсть. Чем ты готов думать в 3 часа ночи, в 5 часов ночи. Вот это очень важно, мне кажется. Потому что иначе тебя просто съедят те люди, для которых это страсть. Пример я приведу. Например, для меня, я для себя понял, я вот всегда, когда был ребенком, мне очень нравились фильмы про боевые искусства. Я хотел там тоже быть каскадером, как там Юэн Бяо, как Сэммо Хонг, как Джеки Чан. И у меня была всегда такая вот мечта, быть тоже каскадером в Гонконге, жить там со всеми гонконгскими каскадерами, кушать рис. Да. Вот. И в 2017 году мы 2 недели провели в школе кунг-фу в Китае, там в провинции Шандонг. И это был мой первый опыт, когда моя работа — это тренироваться. В 5 утра встаешь, в 6 утра первая тренировка, с 7 до 8:30 вторая тренировка, потом завтрак, потом с 9 до 12 третья тренировка, потом с 12 до часу четвертая, потом с часу до 3 обед и перерыв, потом с 3 до 4 спарринги и с 4 до 7 последняя тренировка. То есть с утра до вечера твоя работа — это тренироваться. Да? Я понял, что это, оказывается, не для меня. Мне скучно. То есть я не смогу конкурировать, я не смогу стать Донни Йеном, Сэммо Хонг, которые готовы этим заниматься весь день. Для меня, оказывается, мне нравится заниматься 30 минут. Да? И поэтому я не могу строить... Это может быть моим хобби, но это не может быть моей карьерой, профессией. Это, мне кажется, нужно раньше узнавать. Как можно быстрее себя попробовать, окунуться в эту деталь. Алдын ала ертерек өзін тану керек, өзінің неге қызығады, өзінің мақсаты не деп. Жалпы өзіңнің өмірдегі ең үлкен мақсатың не?
Я бы хотел прожить жизнь, в которой нет сожалений, да, то есть у меня основная цель, наверное, искренне себя выразить, наверное, так можно выразить. Ну, то есть я не ставлю там какие-то все цели там в плане цифр, там, ну, какие-то, ну, то есть такая вот большая миссия — это искренне себя выразить, что-то сделать полезное. И я понял, что моим основным мотиватором, ну, вот искренне говорю, мотивацией для всего, что я делаю, это является познание мира. То есть все, что я делаю, это просто познание мира. Я вот в рамках этого разговора с вами тоже что-то новое узнаю. Или, например, я работаю там над каким-то проектом, я что-то новое узнаю. Если я ничего нового не узнаю, я не хочу этим заниматься. То есть мне очень важно вот это, получать что-то новое узнавать. Это дает мне энергию. То есть поэтому ну, вот самая глубинная причина, почему я делаю то, что я делаю, это что-то новое узнать. Узнать что-то, потому что мир приходит, ну, вот, мы приходим в этот мир, эта вселенная, у него столько неизведанных тайн, которые вот хочется хоть какую-то маленькую долю их там узнать о них. И всегда так, так работает. Я не знаю, например, недавно узнал, что хамелеон, оказывается, не меняет окраску своего там тела в зависимости от местности. У него окраска меняется от его настроения. Если он злой, тогда он красный. А если он в спокойном состоянии, то он такие либо синий, либо зеленый. Это было мне интересно узнать, что вот Вселенная, у него много таких тайн. Жаңа сіз екі түрлі нәрсе айттыңыз. Біріншісі өзін өзі танып мастерствоға дейін бару. Егер бір жұмыстың мастері болсаң, саған ешкім ешқандай қарсы келе алмайды. Ол мастерствоға бару үшін таңнан кешке дейін дайындық керек, сен оны жүрегіңмен, жаныңмен жақсы көруің керек. Ол сіз айтқан өте бір жақсы ұстаным. Ал екінші нәрсе, бағанағы күнделікті жаңа маған бір нәрсе керек, жаңа. Ол екеуі бір-біріне қайшы ма, жоқ әлде бір-бірін толықтыра ма? Себебі әрқашан бір жаңалық, жаңа нәрсені іздеп, жаңа нәрсені көріп үйреніп жүрсе, мүмкін мастерствоға жету қиын шығар. Нет, вот как раз-таки мне кажется, наоборот, мастерство достигают любознательные люди. Потому что любознательность же касается, то есть важно, чтобы любознательность была в отношении одной сферы, да? Потому что мастерство — это все-таки удары в одном направлении, да, желательно. Да. Но есть мастерство, когда вы на пересечении что-то создаете, да, то есть когда, там, не знаю, экономика плюс математика становится теория игр, да, там, экономика плюс психология — это поведенческая экономика. То есть иногда бывает на пересечении. То есть нельзя говорить, что нужно там, вот, чтобы быть мастером, нужно быть только в одном деле. Опять же, да, вот пример Джеки Чана. Он очень, мне очень нравится как его фильмы, ну вот до 2000, ну вот, исключим последние 20 лет. Я огромный поклонник его фильма с 1978 по 2004. Да? То есть, и он в одном из своих выступлений он говорит: я не самый лучший актер, не самый лучший каскадер, не самый лучший комедийный актер, не самый лучший режиссер, не самый лучший продюсер, не самый лучший не самый лучший режиссер, не самый лучший постановщик боевых трюков, не самый лучший постановщик боевых сцен. Но когда ты все это объединяешь, есть только один Джеки Чан. Вот, и это тоже, нельзя сказать, что он не мастер, он мастер, но именно вот этой вот мастер в том, чтобы быть Джеки Чаном. То есть, поэтому много есть путей к мастерству. Не обязательно, скажем, там, такой один. Каждый свой путь выбирает, мне кажется. Жалпы өмірде және бизнесте болсын, өзің ең негізгі ұстанымың және принципің қалай? Не предавать свою любознательность, наверное. Да? Что-то вроде этого, да, или что? Ну, не знаю, если говорить про принципы, мне трудно выбрать один принцип. Мне нравятся какие-то... Если говорить про бизнес, мне нравится, например, такая вот склонность к действию. Это называется... Вот у Амазона есть 14 принципов лидерства. Один из этих принципов называется bias for action. Это значит не теоретизирование, а вот ты видишь какую-то проблему на складе. Не нужно там... Или ты видишь, что вот очевидное решение для нее. Просто возьми и сделай.
И все. И не нужно никому там что-то писать, рассказывать, просить разрешения. Просто возьми и сделай. Вот это мне нравится. Второй принцип, который мне нравится, это стремлением к лучшему. То есть никогда не останавливаться. Вот такой должен быть внутренний огонь, который тебе просто интересно, что будет, если я сделаю еще лучше. Вот это вот, если этого нет... Стремление к лучшему, да? Да, стремление к лучшему. Никогда не стану. Мне, например, неинтересно вот просто там сидеть, обсуждать, смотреть на какие-то старые вещи. Мне хочется сказать, окей, я поэтому, наверное, один из моих недостатков как менеджера, я не сильный, не очень щедрый на комплименты. Я просто говорю, окей, давай сделай вот это еще добавок к этому. Вот это я понимаю свой недостаток, потому что мне все время хочется что-то улучшить. Наверное, третий принцип лидерства, который мне нравится, это эмпатия к конечному клиенту. Да, то есть без этого вообще не получится ничего. То есть если у вас нет заботы по отношению к людям, которые пользуются тем, что вы делаете, мне кажется, у вашего бизнеса очень мало шансов на выживание. То есть, потому что в итоге все, что мы делаем для кого-то. Если вам безразличны ваши клиенты, то есть, бизнес, как бы это очень трудно. Я не знаю. Я не знаю таких бизнесменов успешных, которые безразличны их клиенты. Өзің жақсы көретін мақал мәтелің бар ма? Жиі қолданатын. Так. Да, мне нравится фраза Лао Цзы: «Знать и не делать, значит еще не знать». Да, я вот ее со школьных лет, мне она очень понравилась. По-моему, в 6 классе ее прочитал, и вот с тех пор ничего лучше не видел. Жақсы. Жалпы қазақстандық бизнестің ішінде өзің мойындайтын 3 бизнесменді айтып бере аласың ба? В казахстанском бизнесе бизнесмен, который мне восхищает. Мне очень много, кстати, предпринимателей, кто восхищает меня в Казахстане. Я просто так на скидку, 3, если назвать, нужно 3. Мне сейчас 2 приходят в голову сразу. Сейчас я 3-го обдумываю. 2 это моих друга, Рамиль Мухаряпов и Леша Ли. Наверное, нельзя не назвать Михаила Лаптаза, я, к сожалению, не знаком с ним лично. Но то, что он и со своей командой, с Вячеславом Киевом, да, что они построили, феноменальная компания просто. Да. И я часто при разговоре с моими американскими друзьями, то есть всегда о ней рассказываю. Потому что это удивительный гибрид e-commerce, маркетплейса, финтека, много-много вещей. То есть и то, что они смогли сделать, и я большой поклонник того, что они сделали. Ваш боссом является ваш клиент. Если ваш клиент просто может вас уволить, покупая у других людей, и все. Там все очень просто. Там вот реально никакой поддержки не нужно. Только нужна поддержка клиентов. Мне кажется, вот эти вот как это называется? Такие вот Tengri News в стиле комментарии о том, что это невозможно, это больше оправдание людей, кто ничего не хочет делать. То есть так они оправдывают свою так они оправдывают свое отсутствие результата. Так их эго легче, то есть так они уменьшают боль свою, да? То есть поиском причин вовне, а так там огромное количество примеров. Егер әңгімемізді және бір рет қайталасақ, нағыз бизнеске дайын болу үшін адамдарда қандай қасиеттер болу керек және қандай дайындықтар болу керек? Да, я вот этот ответ на этот вопрос, наверное, у меня он как-то видоизменяется с каждым годом. То есть, опять же, я считаю, что это в начальном пути познания технологического бизнеса. До этого я вот считаю, что я занимался педагогикой. Да? Очень важно, мне кажется, упорство, потому что здесь те, кто начинает, очень много, а те, кто остается до конца, выживает, их очень мало. Это очень так просто звучит, и когда об этом говоришь,
люди это игнорируют, потому что звучит слишком просто. Это звучит как клише. Но поэтому я хотел бы на нем немножко остановиться. Возьмем, скажем, какой, ну, вот, к примеру, у вас бизнес электронной коммерции. Ну, вы продаете, к примеру, там онлайн продаете туалетную бумагу, к примеру. Да? Кстати, это реальная компания в Америке такая есть, называется Real Paper. Они просто доставляют вам туалетную бумагу. Ничего больше. Из бамбука сделанная бумага, как бы необычная. Да? Вот ничего более этого. Вот представим, что у вас такая компания есть. Вы уже год, то есть вы пробуете разные каналы продаж. Да? То есть самое интересное, что вот здесь, в этом бизнесе, ну, вот, да, возьмем пример электронной коммерции, вот действует этот пример там 10 касаний. Первое касание с клиентом — это он увидел это в Инстаграме. Ну, еще не покупает. Просто увидел один раз. Второе касание, он об этом услышал у друга. Ну, ладно, услышал. Все. В третий раз он увидел машину с логотипом с вашей компании. Ну, увидел, ладно. В четвертый раз он увидел билборд этой компании. В пятый раз он увидел у соседа на ручке двери, да, то есть логотип вашей компании. Но он до сих пор не делает покупку. Уже 6 месяцев вы пытаетесь, но покупку до сих пор не делает. Шестой раз он, не знаю, там, шестой раз он сидит там в аэропорту и там увидел там преролл рекламу в Ютубе. Да? Шестое касание. До сих пор продаж нет. Седьмое касание, он там уже слышит у родственников своих. Ну, и опять же, да, то есть я вот сейчас там начинаю уже придумывать, да, но это все, и представьте, что после каждого, если предприниматель сдастся на одном из этих касаний, все, он продажу не сделает. Но чтобы человек сделал эту покупку первую, зачастую нужны вот эти вот 7-10 касаний. И нужно выжить, дотерпеть, чтобы человек дошел до этого. А что будет триггером? Ну, например, дождь пошел в тот день, он не может пойти в магазин, снег, сугробы. И вот он вспоминает все эти 7-10 касаний, которые он говорит: я же знаю этот сервис по доставке туалетной бумаги, и заказывает у вас. А если вы не дотерпите до этого снегопада и сдадитесь прежде времени, то вы отмените все свои усилия, которые вы сделали. И это вот, я вот пример приведу, вот условно, из такой инфакториловский пример, да, условно, там, покупатель, студент, который учится прямо у нас сейчас, если вы у них спросите, мы этот вопрос часто им задаем, как вы нас узнали? Люди, которые узнали нас в прошлом году, 2 года назад, но сделали покупку только вот сейчас. То есть нужно долго терпеть, пока эти все ваши усилия маркетинговые превращаются в капитал. А то, что вы делаете сейчас, вы увидите результат еще там через год. Да? У Безоса тоже на эту тему есть фраза. Он говорит: когда у нас успешный квартал финансовый, и все меня хвалят, я говорю, это все результат работы, которую мы сделали 3 года назад. А то, что мы делаем сейчас, это мы только через 3 года увидим. Да? Это очень важно. Поэтому нельзя сдаваться. То есть нужно продолжать этот свой камень в гору неустанно толкать. Когда он дойдет до горы, тогда уже спустить его будет очень проще. Он будет сам катиться вниз. И вот нужно дотерпеть. Тяжело, да, вот камень тащить в гору. Но нужно дотерпеть его, донести до верха. Вот потом уже становится проще. Вот это, наверное, мне кажется, самое важное. Керемет. Ал ұзақ уақыт өмір сүретін және үлкен платформаларда қаншалықты ортақ қасиеттер бар, ортақ ерекшелік? Да, что общего, да, между такими долгожителями компаниями? Есть такое называется линди. Линди — это свойство систем. То есть, условно, если вашему ресторану 35 лет, ну, возьмем ресторан Сумасан. Мне очень нравится, в Алмате, японский. Он был основан в 1997 году. Значит, ему 25 лет, да? 24 года. Согласно Линди, если бизнесу 24 года, значит, он еще 24 года проживет. Да? Если бизнесу всего год, он проживет. То есть высокая вероятность, что он еще один год проживет. То есть с каждым Новым годом ваша продолжительность жизни увеличивается. Да? Поэтому что общего между
между такими вечными брендами, да? Ну, во-первых, классная преемственность лидерства. То есть менеджмент, который, то есть менеджмент, который успешно продолжает инициативы предыдущего менеджмента, но при этом делает это еще даже лучше, по-новому. Это достигается только за счет менторства. Ну, например, у того же Джеффа Безоса, если посмотреть практически всех его топ-менеджеров, да, вот у него там порядка 100 генеральных менеджеров компании, а многие из них — это его бывшие технические адвайзеры. Кто такой технический адвайзер? Это человек, который год-два как тень ходит за Безосом и смотрит, что он просто год-два ходит за ним и ему помогает во всем. Там, где-то зонтик ему подставит, где-то ему там готовит ко встрече, где-то, например, если у него встреча с какой-то командой, где-то эту команду готовит, чтобы они подготовились лучше со своей презентацией, чтобы его время сэкономить, да? И эти люди, после того, как они год с ним учатся вот так вот, каждый вот прям с таким полным доступом к нему, естественно, они могут эти принципы потом спокойно, он может им поручить, там, ну, условно, CEO Amazon India, да, Ананд Агравал его зовут, он бывший технический адвайзер Безоса. В 99 году он с ним вот так ходил по пятам. А сейчас он спокойно может, вот ты знаешь, как я работаю, я знаю, что, ну, то есть полное есть доверие к нему, вот ему полностью поручено там целое направление бизнеса. И вот мне кажется, это вот первое, да, то есть преемственность менеджмента. Второе, это, опять, все это звучит, наверное, так, опять же, клише, но это звучит легко, но на деле сделать сложно. Второе, это планка качества, которая как минимум не опускается. Это очень-очень сложно достичь, потому что, ну, много примеров, когда там компании поднимаются, растут, там. То есть продукт должен быть качественный, да? Продукт должен быть, не переставать быть качественным, да, то есть пример хороший Apple, да, то есть, ну, то есть мы знаем, и вот, то есть бренд, что такое бренд? Бренд — это и есть это вот суперсила, когда у вас есть десятки лет предсказуемого высокого качества. Например, Tiffany, да, или там Apple, или там Starbucks, или там или Coca-Cola, или там Disney, да. То есть здесь только есть годы. То есть вы сейчас создадите новый бренд, за которому год, в памяти людей нет истории этой. Когда вы 100 лет делаете одинаковое качество высокое, конечно же, у вас, ну, как бы это называется, ну, то есть это есть бренд. То есть вот эта вот сила, которую никто не может выиграть. Поэтому сейчас номер один, если посмотреть на Forbes, сейчас не Безос, кстати, номер один, а Бернард Арно, LVMH, да, CEO-фаундер. Если вы посмотрите на его подход, он покупает столетние бренды. Cartier, Christian Dior, Louis Vuitton. Это столетние бренды. То есть он покупает такое наследие столетнее, которое только за 100 лет можно повторить. Да? То есть у него очень интересная бизнес-модель. Да? И это очень важно. То есть одинаковое высокое качество. Ну, наверное, третье, что в голову приходит, это... Ну, многие такие великие бизнесы, у них есть экономика масштабов. Просто. Когда каждый новый продукт им обходится дешевле, чем предыдущий. То есть, там, условно, там, Фейсбуку миллиард первый пользователь стоит там, центы, да, вообще ничего не стоит. Microsoft выпустить там, продать очередной там, скажем так, подписку на Office или Windows, ну, то же самое. Ну, экономические масштабы у них есть. Вообще, есть замечательная книга на эту тему. Называется «7 сил», «Seven Powers». Автор Гамильтон Хелмер. Он описывает 7 сил, которые делают ваш бизнес, делает крепость вашего бизнеса неприступной для конкурентов. То есть представьте, что ваша бизнес-модель — это крепость. Вам нужно, чтобы канава вокруг вашей крепости была как можно шире. Тогда как бы кто будет на вас нападать? Там, финикийцы, я не знаю, там, древние римляне, неважно, у вас есть огромные. И вам нужно
увеличивать эту канаву. Например, сейчас мне дадут $100 миллиардов, мы не сможем конкурировать с Кока-Колой. Мы можем повторить все то же самое, но там 100 лет есть, 120 лет предсказуемого качества бренда. То есть $100 миллиардов недостаточно, чтобы это повторить. Потому что широта канавы вот такая. И вам, то есть поэтому, мне очень книга это понравилась, я даже несколько раз, один раз прочитал, второй раз пересмотрел еще раз. Иногда пересматриваю. Там фундаментальные вещи написаны о том, как каждый день посвящать тому, чтобы широта вашей канавы все больше и больше увеличивалась. Или, например, у Фейсбука, да, очень широкая канава. То есть, потому что, это называется сетевой эффект. Да, когда каждый новый пользователь увеличивает ценность сети там в n квадрат. Да, то есть, условно, сейчас у вас будет миллиардный бюджет, многомиллиардный бюджет. То есть, пользователям нет никакого смысла. Я еще создам клон Инстаграма, никто не перейдет на это. Даже он будет лучше, чем Инстаграм. Он будет, я не знаю, там, не знаю, что там можно придумать. Инстаграм только, не знаю, какую-то вымышленную фишку. Неважно, что там будет. Инстаграм, который тебе $1 платит каждый месяц за то, что там сидишь, к примеру, да? В отличие от Инстаграма. Никто не перейдет, потому что вся моя сеть уже находится там. Я, когда перехожу туда, я не могу ее с собой переехать. То есть это огромная канава. Да? И компании сетевые, то, что сделал ByteDance, это просто удивительно. То, что сделал Snap, это удивительно. Но они смогли продырявить маленькую щелку в крепости Фейсбука благодаря тому, что они не боролись с ним в лоб. Они создали вообще другой сервис. Да? Совершенно не такой, который делает Facebook. Или есть другая сила, да? Называется контрпозиция. Контрпозиция – это когда вы делаете то, что невыгодно вашему конкуренту, просто по определению. Ну, например, вы производитель там, цифровой камеры. Kodak, производителю пленочной камеры, невыгодно делать цифровую камеру. Почему? Потому что он зарабатывает на пленке. Он таким образом будет убивать свою бизнес-модель. А он это будет делать в последнюю очередь. Ну, то есть это такой исторический пример. Netflix — это обратный пример, который, несмотря на... Он сказал, зачем я буду кому-то позволять себя убивать, я лучше сам себя каннибализирую. Поэтому они создали стриминговый сервис в 2010 году и убили свой сервис по... Они раньше отправляли DVD-диски в конверте за небольшую сумму. Потому что вес DVD был маленький, можно 2-3 DVD в конверт отправить и почтой US Mail отправить там, за $1. Это было прям классно для них. И это называется контрпозиция. Когда вы делаете такие движения, которые абсолютно невыгодны вашему конкуренту. И поэтому он их не будет делать, потому что они невыгодны. Он знает, что это классно, но он не будет это делать, потому что убьет это его бизнес. И таких интересных идей есть. И мне кажется, эти хорошие бизнесы столетние, у них какая-то из этих сил 7 присутствует. керемет ақыл кеңестермен бөліскеніңе рахмет. Арналы уақыт шығарып келгеніңе рахмет. Сенің осындай ақыл кеңестерің біздің жаңағы бизнесмендерге үлкен бір көмегі болады деп сенемін. Рахмет. Сізге көп рахмет. Негізі бітті. Рахмет жігіттер. Рахмет.